Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире, как всегда, по понедельникам в это время передача «Буква закона», в которой мы говорим о ваших правах, способах их защиты и обо всем, что с этим связано. Меня зовут адвокат Павел Стаценко. Сегодня со мной в гостях Сергей Погорелов, директор агентства юридических решений. Тема сегодняшней программы: мы будем говорить о том, как самостоятельно вести судебный процесс без участия или помощи юристов. На прошлой передаче мы говорили о получении квалифицированной юридической помощи и вместе со своими коллегами пришли к выводу, что не всегда юридическая помощь может быть в необходимом объеме доступной. Ну, это может быть из-за территориальной, допустим, отдаленности, либо о финансовой, либо еще по каким-то причинам. Хотя очень много сегодня делается и органами власти, и юридическим сообществом в части обеспечения прав бесплатно. Мы об этом говорили на прошлой передаче. Если вы вдруг пропустили, можете посмотреть ее на nvkonline.ru. Итак, сегодня мы будем говорить о том, как вести судебный процесс самостоятельно с моим коллегой Сергеем Погореловым. Мы имеем в виду сейчас гражданский процесс, потому что уголовный процесс – это немножко совсем другое, и там самостоятельно все-таки вести его гораздо сложнее и, я думаю, наверное, даже опрометчиво. Да и препятствий много. Итак, Сергей, наверное, начнем с того, что человек, есть у него какая-то проблема, и он, наверное, должен обратиться в суд. Сейчас огромное количество, наверное, юридических форумов, огромное количество юридических ресурсов, сайтов и так далее, которые дают нескончаемый поток информации. И разобраться человек совершенно не может. С чего начать? У него есть какая-то проблема. С чего ему начать? Понимаете, на самом деле я очень скептически отношусь как профессионал к ведению дел самостоятельно. Все относятся скептически. По одной простой причине. Не потому, что это, скажем так, потеря нашего с вами дохода, в том числе, да? А по одной простой причине, что люди иногда дело, которое можно было бы выиграть, из-за незнания запутывают его до нельзя. Да? И, в принципе, здесь есть две категории людей. Да? Первая категория людей – это те, которые реально испытывают финансовые проблемы. А вторая категория людей, которые мало того, что испытывают финансовые проблемы, они еще считают, что общая их грамотность гуманитарная, таких людей у нас в стране немало, позволит им разобраться и в юриспруденции. Уважаемые телезрители, чтобы нормально судиться и нормально решать юридические проблемы, надо 5 лет на юрфаке отучиться как минимум. А еще несколько лет поработать желательно где-нибудь. Поэтому, если вдруг действительно возникла такая ситуация, что нет юриста, с которым можно было как-то договориться на каких-то основаниях, то я бы посоветовал, на самом деле, первое, что сделать, пойти в МФЦ. В МФЦ, да. Это не реклама МФЦ, я сразу говорю. Но дело в том, что то, что я видел, когда люди ко мне приходили, им юристы МФЦ составляли исковые заявления. Скажем так, очень хороший, качественный текст юридический. Знаете, когда есть халтура юридическая, да, которая на одном листочке, да, а когда есть реально расписанное правовое обоснование, то есть все разжевано, это очень, очень красивый текст юридический. Я видел такие исковые заявления, которые готовили специалисты МФЦ. И в нашем городе я бы предложил сделать это. Да. Что касается... Хорошо, а если отдаленные нету там отдаленные МФЦ, нету. Да. Хорошо. Адвокат местный все равно какой-то есть. Не всегда. Но не всегда. Не всегда, да. Да, и не все согласятся работать как-то без денег. Да? Это все-таки работа. То в данном случае хорошо, если у вас есть доступ к интернету. Да? Но здесь, опять же, не всегда обыватель может правильно подобрать ту же форму искового заявления, которая есть. Да? И здесь надо все-таки, если уж сами решили защищать себя, то попробовать подружиться с буквой закона. Да? То есть, если у вас гражданский процесс, то почитайте Гражданский процессуальный кодекс. Да? Если у вас там какие-то договорные, недоговорные обязательства, начните с изучения законов. Непонятна буква закона, исходя из того, что у вас нет юрообразования, ради бога, обратитесь к комментариям официальным.
Да, то есть они есть, они разжевывают все. Но, опять же, я все-таки противник вот этого самостоятельного подхода. В конце концов, у нас есть на сегодняшний момент ресурсы в стране, да, можно и онлайн бесплатную консультацию получить, и на форуме как-то юриста спросить. Но самим нежелательно, потому что действительно ко мне очень часто приходили люди, которые судились самостоятельно. Не, ну бывает. Бывает такое, что, допустим, даже судятся самостоятельно и весьма успешно. Бывает, да. Бывает, потому что, собственно говоря, людям, которые нанимают адвокатов, судья, допустим, может, ну, как-то так, скептически относиться. Особенно в общей юрисдикции. Да, особенно в общей юрисдикции. А вот тем, кто пытается самостоятельно, вот у них нет возможностей, ну, все-таки как-то пойти навстречу. Ну, это не важно. Хорошо, вот, допустим, нужно написать исковое заявление. Как подобрать норму? То есть, зависит от категории спора. Ну, самые, допустим, давай пройдемся по самым популярным. Залив квартиры, наследство, например, там, что еще может быть? Ну, автострахование, например. Автострахование, например, да. Займы очень часто встречаются в последнее время. Вот каким образом специфика дела, вот если говорить обывательским языком, влияет на, скажем, ну, на... Но вот здесь как раз-таки вопрос правильного подбора нормы права, да, есть же общие нормы, есть специальные. Допустим, общие нормы по жилищному законодательству и в Гражданском кодексе содержатся, но специальные, которые имеют приоритет, содержатся только в Жилищном кодексе. Да. Поэтому, ну, все-таки исходите из вашей конкретной ситуации. Если у вас вопрос связан, там, не знаю, с каким-нибудь договором, который вы подписали, и он не является трудовым, то здесь, конечно, вас ждет Гражданский кодекс и знакомство с ним. Если у вас трудовые отношения, да, либо завуалированные трудовые отношения через договор оказания услуг, как это часто бывает среди наших предпринимателей, то здесь все-таки вам Трудовой кодекс. Притом Трудовой кодекс, на самом деле, один из тех кодифицированных актов, которые более-менее просто написаны. Да, плюс, если у вас трудовой спор, то ваши дороги ведут в трудовую инспекцию, которая, кстати, неплохо консультирует людей по трудовому спору. Вот, кстати, ну, трудовая инспекция или прокуратура. Ну, вот, кстати, лучше трудовая инспекция, потому что у них специализация все-таки. Но прокуратура тоже может, в общем-то, в этом вам помочь. Если, ну, соответственно, по законодательству, как если у вас нет иной возможности защитить свои права, они могут выступить в вашу защиту. То есть, в принципе, наверное, первым советом, в случае, если возникает такая проблема, можно обратиться в прокуратуру с заявлением о том, чтобы помогли, наверное... Я не сторонник того, чтобы нагружать данный орган подобными делами. Да? Почему? Сейчас объясню. Есть... Допустим, если это трудовой спор, конкретно мы с вами рассматриваем, то лучше идти в трудовую инспекцию. Почему? Это специализированный орган по защите прав работников и работодателей, как ни крути. Да? Все-таки надо исходить из того, что такой орган, как прокуратура, и наверняка вы тоже знаете это, и наверняка у вас тоже однокурсники там работают, даже как у меня. Здесь проблема в том, что они очень загружены. Да? То есть, иногда будет отписка. Не потому, что человек плохо выполняет свои обязанности, а потому, что у него большой поток дел. И прокуратуру все-таки надо в этом плане как бы уважать. Вот. Есть трудовая инспекция, конкретно трудовая инспекция. Если вы купили товар, и он некачественный, Роспотребнадзор. И они, более того, обязаны выступить в защиту ваших прав, если у вас нет возможности. Как минимум исковое написать. Да, они это делают. Или помочь исковое написать. Да? То есть, здесь надо еще подумать, а есть ли какой-либо контролирующий госорган, который может помочь вам решить вашу ситуацию? Но с жилищным законодательством сложнее, да, тут управляющие компании вряд ли за вас иск будут писать, да, и не уполномочены их. Поэтому здесь... Госстроежилнадзор, в общем-то, есть. Есть, но не всегда жалоба адресована им. Ну да. Ну хорошо, вот, ну в принципе с исковым заявлением более-менее ясно. Там есть действительно МФЦ, действительно очень хорошие исковые заявления составляют, но в принципе, по-моему, сопровождение они не осуществляют. Сопровождение. Да. Есть там, например, кабинет бесплатной юридической помощи Минюста, если вы живете. В Якутске проблем нет. В удаленных как бы улусах гораздо сложнее, конечно. Но здесь не нужно забывать про органы власти, которые, в принципе, имеют также обязанности. Если вы обратитесь, они обязаны вам помочь. Так, хорошо. Вот написали исковое заявление, подали в суд, назначено судебное. Как вот человек никогда не участвовал, кроме того, что смотрел по телевизору час суда, он никаким образом... он никак не участвовал. Как ему вести? Какие вот практические советы мы можем дать этому человеку? Ну, во-первых, в принципе, судопроизводство построено таким образом, что даже человек, который ни разу не участвовал, а пришел в качестве стороны по делу и с паспортом, да, естественно, с документом, стоящим личности, в принципе, ему должно быть все понятно.
Потому что, судья в процессе обязан рассказать права и обязанности сторон. Обязательно. Да? Б. Вы имеете право задавать вопросы своему оппоненту с разрешения судьи. Да? Соответственно, процесс идет таким образом, что почему там люди, первокурсники, второкурсники, это первый раз пришли на процесс, в принципе, не сильно теряются. Да? Потому что процесс на сегодняшний момент построен таким образом, что, в принципе, он понятен. Да? Более того, у меня есть такое наблюдение. Вот чем дальше от Якутска, то есть от загруженности судебной системы, тем формальнее производство проходит. Это понятно, безусловно. Допустим, не будет это реклама, но я не могу не сказать, что, допустим, в Покровском районном суде, которым я неоднократно судился, да, процесс гражданский ведется просто супер формально. Вот прям ты часа 2 сидишь на этом процессе, них дел немного. То же самое Майский районный суд, да, то есть где вот я поездил, посудился, Алданский суд, в Алдане судился. То есть все формализовано, все понятно, ничего страшного в этом нет. Хорошо. А какие ошибки допускают, допустим, часто люди, которые приходят в суд первый раз, что может стать для них препятствием именно в судебной, именно какие-то проблемы? Наверное, это связано прежде всего с доказыванием того, что нужно доказать, да? Я думаю, здесь даже чисто практически такой момент. Если у вашего оппонента все-таки защитник, юрист или адвокат, то как бы он вас не обманул? Понятно, не говоря конечно. уже плохо о наших с вами коллегах, но такое возможно. Чаще всего такое бывает. А что касается главных ошибок, во-первых, не надо из суда устраивать базар. Очень часто люди, которые приходят в суд самостоятельно, устраивают скандал. Это не скандал. Да, это разбор ситуации конкретной правовой. Цивилизованный. Цивилизованный. И судья здесь принимает решение. И, во-первых, судьи тоже люди. Не надо злить судью. Надо вести себя корректно. Корректно, уважительно. Если вы что-то не понимаете, вы можете спросить. По идее, суд не спрашивает. Да, по закону. Но многие судьи все прекрасно понимают и по-человечески расскажут, в чем ваша ошибка. Вот в рамках разумного, не конечно. все, к сожалению. Не все. Бывает, да. На самом деле не имеют на это права. Но некоторые идут чисто по-человечески на какие-то уступки. Да? По крайней мере, наведут на мысль, наверное. И ошибки... Главная ошибка все-таки не скандалить. Это все-таки судопроизводство, и судопроизводство надо уважать. Все-таки судья от имени Российской Федерации. Хорошо, не скандалить, еще что? Не скандалить. Во-вторых, все-таки, если вы идете в гражданский процесс, почитайте Гражданский процессуальный кодекс. Да. А если вы истец или ответчик, там четко указано, какие у вас есть права. Смотрите, истец, он вообще нужно исходить из той презумпции, наверное, что каждый человек должен доказывать то обстоятельство, которое ссылается. Да, это общее правило, за исключением некоторых моментов. Нужно понимать, что доказывание того факта, на который вы ссылаетесь, он должен быть чем-то подтвержден. Да, в гражданских процессах 90% доказательственной базы – это все-таки документы, действительно, это так. Если вы к кому-то обращались до, допустим, подачи искового заявления, у вас всегда должен быть документ, что вы реально обращались. Образно, скажем так, в общем. Давайте попробуем, в принципе, понять. Если это, допустим, залив, то у вас должен быть что? Акт о заливе. У вас должна быть оценка о стоимости ущерба. Оценка стоимости ущерба, которую можно получить в любой оценочной фирме. У любой оценочной компании, притом это небольшие деньги, как правило. И? Оплаченная госпошлина. На самом деле, к госпошлине надо очень интересно подойти. В интернете, в принципе, нет негативной информации в плане вранья, по госпошлине. Там конкретно выделяются. По трудовым спорам, например, нет госпошлины. По спорам о защите прав потребителей нет, но до определенного лимита, до миллиона, если не ошибаюсь. Да? Допустим, по другим категориям дела, как правило, госпошлина есть. Также вам необходимо, кстати, перед подачей иска конкретно найти юриста или на форуме где-то, или, допустим, на моей страничке ВКонтакте, кстати, она есть, работает как бесплатная консультация по всей пути. Вы должны спросить, а в какой орган мне подавать? Потому что ошибка подсудности приведет к потере времени. Подсудность могут определить там же, где составляют исковое заявление. Да. Если они обратились к ним, они не отдаленно находятся. А если Вернемся к предмету доказывания. Все-таки это основная часть, на самом деле, судебного процесса. Я думаю, что ее подробнее нужно рассказать. Да? То есть, в принципе, те обстоятельства, на которые ссылаются, и нужно доказывать. Например, если это страховой спор со страховой фирмой, к примеру, по возмещению ущерба ДТП. Что нужно представить? Также оценку. Также оценку, и надо доказать путем предоставления этой оценки, что страховая компания занизила
сумму ущерба. Хорошо, вот, допустим, представим такую ситуацию, может быть, с ней кто-то сталкивался, что есть оценка, или с тебя, например, взыскивают, ты ответчик, представляют оценку, ты с этой оценкой не согласен. Как в принципе, в судебном заседании такое лицо имеет право ходатайствовать о проведении новой оценки, то есть путем судебной уже экспертизы. И вот эта оценка, которая проведена уже в рамках судебного заседания, будет иметь приоритет. Поскольку оценочную компанию избрал суд. И в данном случае эксперт несет ответственность за достоверность сведений. Да? То есть здесь возможен спор им в рамках наличия двух оценок. То есть третья оценка, которая назначается судом. По трудовым спорам, что нужно, в принципе, наверное, представить? Ну, на самом деле, для работников категория трудовых споров самая простая. Самая простая. Практически во всех случаях работодатель должен доказать свою невиновность. Поскольку основной документы хранятся у работодателя, работодатель обладает хозяйской так называемой властью. Да? И здесь все-таки я предлагаю тем людям, которые защищают свои трудовые права самостоятельно, посмотреть постановление пленума, да? Где на самом деле оно так грозно звучит, постановление пленума о применении норм Трудового кодекса Российской Федерации и так далее. На самом деле там прописано все четко и конкретно. Что должен доказывать работодатель? Да? С каким иском по трудовому спору куда обращаться? То есть все ключевые моменты, которые являлись спорными, там прописаны нормальным доступным языком. И если у вас трудовой спор, найдите это постановление, оно есть в интернете. Ну, то есть, в принципе, эта категория вообще на самом-то деле, которая абсолютно не требует каких-то либо затрат. По сути дела, ты не можешь даже не представлять документы, их требуют у работодателя. Да. Мало того, что вы не оплачиваете госпошлину, да и если вы проиграете, то расходы на услуги представителя вы не компенсируете. Это защита работника дополнительно по трудовому законодательству. Еще достаточно часто сегодня категория споров, которая может возникнуть, и чаще всего возникает необходимость в юристе, но юриста найти невозможно. Это займы. Кредиты, займы и, в общем-то, все, что с этим связано. Что здесь может сделать человек в защиту своих собственных прав? Ну, в данном случае первое, что приходит на ум из категории дел распространенных, это понуждение заключить договор страхования. Дело в том, что кредитные организации немного хитрят. Они не выдают людям, которые не соглашаются на договор страхования. Хотя это незаконно. Но они имеют право отказать тебе в выдаче кредита только потому, что усомнились они в твоих доходах. Да? Это их право. И чаще всего при обжаловании договора страхования, который заключается в купе с договором займа или кредитования, иски удовлетворяются. Да? Действительно, если доказать, что вам навязали это страхование, то хорошо. Дальше. Не грезьте мечтами отделаться от долгов. Да? Я знаю, что, к сожалению, многие наши с вами коллеги обещают людям золотые горы. Да, мы сделаем так, чтобы вам им виски отказали, вы уйдете. Не уйдете вы от задолженности ни от одной кредитной организации. Максимальный ваш путь выхода из этого – это уменьшить неустойку. И то только штрафную. Да. То есть проценты по договору не уменьшаются. Запомните это раз и навсегда, уважаемые телезрители. Уменьшается только штрафная неустойка, которая по закону считается, а ее не всегда применяют. Не всегда, но бывает. Кстати, на нее расчеты никогда особо не представляются. Да. То есть, да, это всегда основная эта масса, это проценты по кредитам и эти проценты никто вам никогда не урежет. Это миф. Да. Теперь еще один очень важный момент, который, наверное, стоит один из способов защиты прав. Давайте поговорим о сроках, как способе защиты прав. Сроки исковой давности, о которых вообще механизм сроков исковой давности, вкратце скажу, он работает таким образом, что если вдруг на вас обратились в суд, вы имеете право заявить о пропуске срока и в иске откажут. Давайте поговорим о том, какие это сроки. Давайте сначала общий срок по гражданскому законодательству. 3 года. 3 года, да. То есть, здесь 3 года начинает течь с того момента, когда человек узнал или должен был узнать. То есть, здесь вам необходимо, если на вас, например, вы занимали когда-то у человека 3 года назад, он через 3 года подал на вас в суд, то здесь вам не только надо 3 года указать, да, но исходя из сути расписки, надо посмотреть, когда реально человек должен был узнать о том, что вы ему не возражаете.
То есть, этот срок необходимо доказать. И сейчас даже общая юрисдикция все тщательно этот вопрос смотрит. Да? Помните, что есть исковые дела, например, где срок исковой давности не применяется. Например, по защите чести и достоинства. Да. Например, это в том числе дела причинения вреда здоровью. Еще ряд категорий дел, в том числе дела о защите своего права собственности, то есть своего вечного какого-либо права. То есть, здесь есть эти нюансы. Если касаться трудовых споров, то здесь золотые правила 1 и 3. Да? 1 месяц у вас с момента, когда вас незаконно уволили, подать в суд, и 3 месяца у вас для того, чтобы обжаловать действия работодателя. Ну, есть еще год срок для применения материальной ответственности для работника и работодателя. Да, то есть, вот эти, в принципе, там все по срокам очень понятно в том законодательстве. Хорошо, вот у нас остается не так много времени. Вот доказали что-то, получилось там отбиться путем сроков исковой давности, мы об этом сказали. Мы рассказали о том, что, в принципе, как делится бремя доказывания между сторонами, вкратце. Вынесли решение. С решением человек не согласен. Часто очень идут жаловаться на судью. Как-то у меня присутствовал судьи здесь в студии. Они, кстати, вот говорили из квалификационной коллегии, говорили о том, что часто приходят жаловаться на судью о том, что он неправильно принял решение, допустим, такое-то. Давайте попробуем поговорить вкратце о том, куда обжаловать. Ну, если это решение вынесено мировым судьей, то, соответственно, в городском суде в порядке апелляционной жалобы, да? Апелляционная жалоба подается по месту вынесения. По месту вынесения, да. То есть, тот орган, который вынес, туда вы жалобы издаете. Мировой, значит, мировой, да. Если городской, если городской, то городской. Если решение вынесено городским судом или районным судом, то это Верховный суд Республики. А жалоба на судей, понимаете, если у вас нет реальных доказательств, что судья как-то злоупотребил своим полномочиям. Нет, это я просто говорил о том, что неправильно жаловаться на судью. Но здесь я все-таки предлагаю не тратить время, и все-таки, если вы проиграли и сами вели процесс, дайте на анализ хорошему юристу. Пусть он вам хотя бы спрогнозирует, стоит вам этим заниматься или нет. Потому что это тоже расходы. Хорошо. Еще вкратце, что нужно указывать в основном в апелляционной жалобе или же заявлять на суде второй инстанции? Здесь надо скажем так, даже рекомендации судей на некоторых семинарах, да, которые в России центрально проводятся, где я участвовал, пишут одно и то же, да, и говорят одно и то же. Указывайте все четко и лаконично. Вот нарушение судьи закона, вот неправильное применение, вот неправильное толкование. То есть, без вот этих вот эпопей, которые иногда обыватели любят писать на 5-6 страницах, все четко, конкретно. Что вы считаете, что нарушено? Ну, вот, в принципе, наша передача уже заканчивается, да, у нас остается там немного, буквально там 3 минуты. Ну, давай, наверное, подведем какое-то резюме. Ну, что можно посоветовать вот человеку, который, не имеет возможности, наверное, ходить с юристом, нанять такого первое, юриста, что мы говорили, это найти контролирующий орган, если он есть по этим трудовым спорам, и обратиться туда. А второе, все-таки тогда включить ресурсы интернета и почитать отзывы, может быть, о каких-то сайтах, да. Прежде всего кодекс, да, и обратиться к закону. Да. Все-таки исходить из закона, а не из комментариев, которые пишут в интернете. Да, это второе. И еще? И третье, все-таки использовать ресурсы новых технологий и посидеть в социальных сетях. Там есть куча групп, где есть бесплатные консультации, к которым может обратиться человек даже из УЛУСа. Интернет практически везде сейчас есть, пускай медленный. В принципе, да. Еще плюс, конечно, телефоны, горячие линии и так далее. Да, их достаточно много. Да. Здесь что можно сказать, еще добавить? Конечно, когда вы судитесь, необходимо в принципе, каждое ваше слово подтверждать так или иначе каким-то либо документом. Здесь можете получить бесплатную консультацию, либо просто законом здравого смысла. Если вам нужно доказать стоимость, вам нужно представить оценку. Если вы говорите о том, что вы болели, соответственно, какую-то справку или больничный лист, или еще что-то. Если вы что-то оплатили, то, соответственно, это подтверждается какой-то либо квитанцией, наверное, да? И сейчас мы еще сказали о том, что в случае, допустим, необходимости обжалования, кстати, срок обжалования 30 дней. Да. 30 дней, значит... Если это гражданские дела. И административные дела 10 дней с момента получения постановления. Да, это имеется в виду привлечение к административной ответственности. То здесь необходимо, конечно, четко и лаконично указывать на те нарушения, которые были допущены, которые вы считаете. Сергей, спасибо большое, что принял участие. Надеюсь, еще раз увидеть тебя в этой студии. Конечно.
Дорогие друзья, наше время подошло к концу. Вкратце мы попытались объяснить вам, что нужно делать для того, чтобы провести процесс самостоятельно. Однако мы рекомендуем все-таки пользоваться квалифицированной юридической помощью. Это максимально поможет вам защитить ваши права. На этом все. Следуйте букве закона. Нас вы можете посмотреть на nvkonline.ru или зайти ко мне на страницу advokatstatocenko.rf и получить информацию об этой программе, дать предложение или же, допустим, сказать, кого вы хотите видеть в гостях. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.